Это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. На сцене Русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина проходят большие гастроли Амурского областного театра драмы. В Якутию театр приезжает во второй раз. В первый раз это было в 2018 году. Ну а сегодня мы поговорим о том, что успели якутские зрители увидеть из репертуара театра и какова программа на эти выходные. Наш гость в студии Роман Зареев, главный режиссер Амурского областного театра драмы. Роман Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Амурский областной театр – это один из старинных театров на Дальнем Востоке. Первая постановка любительского спектакля в Благовещенске произошла еще в далеком 1860 году. Расскажите немного, пожалуйста, об истории становления театра. Ну, театр сам возник, издание театра, и театр уже профессионально, скажем так, да, насколько это возможно было для того времени, в 1889 году. И мы, кстати, в этом году отмечаем юбилей 140 лет нашему театру. Ну, вот. С таким юбилеем нельзя не поздравить. Ну, конечно. Да, и хочу еще отметить, что не просто областной драматический театр, а он еще и награжден. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени. Это так как у нас, я так понимаю, ордена никто не отменял. Вот, поэтому этим можно гордиться по одной простой причине. Я, например, знаю город. Вот целый город награжден этим почетным трудовым красным знаменем, орденом, этим почетным орденом. Целый город. А здесь только театр, представляете? То есть... разумеется, это довольно значимо для такого культурного учреждения. Ну, потом Герой труда шло при Советском Союзе. Самое высшее звание. Скажите, ну вот вы у нас были впервые в 2018 году, приехали 5 лет спустя сейчас. Может быть, что-то для вас изменилось? Ну, я, к сожалению, точно сказать не могу. Меня не было 5 лет назад. Но по оценкам коллег изменилось. Ну, говорят, что вообще как-то город стал такой ровный, красивый, уютный. Что немаловажно, это очень приятно, когда приезжаешь в уютный город. Просто заходишь, ну, с аэропорта сходишь, сразу все понимаешь. Обычно так про город. И мы так, я доволен, мне все нравится. Приятно это слышать. Давайте поговорим о репертуаре, который вы к нам привезли. Какие спектакли для якутского зрителя уже прошли, какие только состоятся? Ну, в принципе, мы за прошлую неделю сыграли все. Мы просто строили свою поездку так, чтобы показать спектакли по 2 раза. Поэтому на этой неделе у нас такой повторный марафон тех же самых спектаклей, которые мы вот показали на предыдущей неделе. Получается, и по такому же принципу был подбор произведений? Ну, подбор, да, по-разному. Тут ведь как, параметры сцены должны, да, совпасть под нашу декорацию. Опять же, есть поворотный круг, нет поворотного круга. Например, там спектакль «Женитьба Бальзаминова», он у нас на кругу, но мы так хотели его привести к вам, что нам пришлось его прямо вот на колесах, что называется, переделывать, чтобы работать его без круга. И много зависит, какой спектакль взять, какой не взять. Но мы старались, конечно же, брать разнообразные и, не современные, как это правильно сказать, чтобы зритель якутский отдохнул в первую очередь. Пришел в театр и получил ту энергию, которую мы с собой привезли из Благовещенска. Вот если говорить о зрителях, насколько тепло приняли ваши постановки? Ой, хорошо принимают так. По несколько, вот аплодисменты после спектакля по несколько раз кланяемся, не можем занавес закрыть. Это очень приятно. Здорово. А вот еще такой вопрос, учитывая, что и зрители благодарные, и к сцене адаптироваться можете. Так почему же так редко приезжаете к нам с гастролями? Ну, мы же приехали по программе федеральной, это же достаточно сложно, да. У нас ведь край какой, большой, да. Я тут поехал поездом в Иркутск, 7 часов ехал, да какой 7, 12 ехал и вышел посмотреть. А там станция Магдагачи, это все еще Амурская область была. Поэтому территории большие, и все это затратно. Это не так просто вывести театр еще с таким большим репертуаром. То есть это 8 спектаклей мы привезли. Представляете, 2 огромные фуры, это только декораций. Это 50 человек должны прилететь, чтобы обслуживать спектакль. Это не только артисты. То есть спектакль же не только на артистах держится. Его же еще и обслуживают. Поэтому это достаточно сложно. И вот эта федеральная программа «Гастроли малых городов России», она нам помогает.
А в целом, согласно программе, в каких еще городах вы сможете побывать в течение этого театрального сезона? Мы-то, к счастью, можем выбрать себе почти любой город. Но другие города, к сожалению, не совсем, потому что там, по-моему, до 300 тысяч населения должно быть. Тогда они попадают в эту программу, эти города. Хотя я не знаю точно, это вот вопрос к администрации театра, а не главный режиссер больше. Ну вот вы приехали к нам, но в Амурском областном театре драмы сцена тоже не пустует. Туда поехали наши якутские театралы. Ваш театр имени Александра Сергеевича Пушкина сейчас также показывает свои спектакли на нашей амурской сцене. И, насколько мне известно, тоже с оглушительным успехом. Я рад и приветствую наших гостей на нашей амурской земле. А в целом удалось пообщаться с якутскими театралами или не выпало такой возможности? В смысле, с театралами? В смысле, что с актерами, режиссерами? Ну, мне, к сожалению, нет. А мы в аэропорту вот встретились так, они вот сели, вышли, а мы как раз заходили. И вот там у кого-то однокурсники, у кого-то знакомые, они так слезно обнялись и тут же расстались. И вот так. Ну, бывает и такое. А в целом-то мы с вами обсуждаем программу, как часто удается выезжать на гастроли. Каждый театр стоит в очереди в определенной, надо как-то планировать свое время раз в месяц или с какой периодичностью? Ну, раз в месяц вряд ли, потому что мы же должны своему зрителю тоже что-то показывать. Если мы постоянно будем уезжать, то... Нет, ну есть, конечно, театры, у которых труппа по 100 с чем-то человек, и у них есть возможность там кому-то уехать на гастроли, а кому-то остаться, там, показывать спектакли, то это возможно. Но у нас, к сожалению, не такая большая труппа, я думаю, у вашего театра тоже. И часто, не часто, но лучше ездить. Возможность должна быть у любого театра выезжать, показывать спектакли, чтобы... Это все равно обмен. Это все равно, театр же живой, как там было у Немировича Данченко, что театр обязан следить, исследовать современности, иначе он становится мертвым учреждением. А как следить и быть современным? Это, опять же, гастроли то же самое. Мы же впитываем энергетику других городов, другого зрителя и отдаем свою. Это важно. Ну, помимо этого, это, наверное, еще и обмен бесценным опытом. Ну, конечно же, обмен бесценным опытом. Сидишь так у себя и никого не видишь, а тут раз новые сцены, новые люди, новые эмоции. Как? Ага, вот здесь так устроено, тут так устроено. У вас есть штанкетная башня? У нас, к сожалению, нет штанкетной башни там. И, очень много профессиональных нюансов, просто я не буду о них говорить, зрителю скучно будет. А вот мне как раз хотелось спросить вас про профессиональные нюансы. Возможно, были какие-то забавные истории, когда вы были в различных городах нашей страны с гастролями? Ой, да их полно, вся наша жизнь забавный случай, да. Просто конкретно я не могу вспомнить, обычно это же как происходит. Нам даже иногда некогда что-то там увидеть. Мы вот приехали в гостиницу, на следующий день уже сразу ставятся декорации, какая-то репетиция, мини-прогон, а если еще спектакль там танцевальный какой-то, да, как, например, вот мы привезли детские спектакли, они все построены на танцах. У нас целый балет там. И, разумеется, к сцене надо привыкнуть. И чтобы сцена к артисту привыкла. Такое тоже не исключается. Ну, это, извините, традиции театра никто не отменял. Да, конечно, и суеверия есть некоторые театральные, поэтому и сцена к артисту должна привыкнуть, и артист к сцене. Вот, а то злые шутки бывают. А вот относительно вашего репертуара, спектакли для детей вы привозили для того, чтобы взрослые семьей приходили по выходным, наслаждались игрой ваших актеров? Да, это семейный отдых. Это детский репертуар, он всегда хорош тем, что вся семья может на него прийти. И он даже хорош тем, что отправила мама ребенка посмотреть спектакль, а у нее есть свободное время. Даже так. Роман Сергеевич, я знаю больше все-таки о деятельности нашего якутского театра, и там нередки постановки, которые написаны по произведениям якутских писателей. А вот в Амурской области есть ли такие случаи? Ну, у нас есть знаменитый этот случай. Это Нина Дьякова написала вот такую сагу «Горький хлеб Албазина», про жизнь на Дальнем Востоке, когда
казаки туда заселялись, и какие проблемы у них возникали, такая целая, такая историческая сага. И она, значит, была поставлена на сцене. И, по-моему, как раз 5 лет назад мы сюда привозили. И ваш зритель тоже оценил этот, как бы, наш спектакль. А в целом, помимо того, что сейчас происходят, ну, так назовем их, обменные гастроли, Да. есть ли в планах в целом посотрудничать с театром и, возможно, создать какую-то суперпостановку? Если такое вообще реализуемо в жизни. Это вы про что? Чтобы мы просто 2 труппами сыграли один спектакль? Да, почему бы нет? Знаете, артисты, они ревнивые, а режиссеры еще ревнивее. Вот. Поэтому, бывают, конечно, такие какие-то совместные проекты, там, на моей памяти были, но не с нашими театрами. Не знаю, насколько это, понимаете, давайте, пожалуйста, мы всегда открыты к каким-то новым изысканиям. Как говорится, все жанры хороши, кроме скучного. Роман Сергеевич, и напомните, пожалуйста, сколько у вас осталось спектаклей, сколько дней вы здесь пробудете для того, чтобы в очередной раз пригласить наших зрителей посмотреть на ваши постановки. А который сегодня день? А сегодня у нас пятница. Пятница. Значит, и число у нас сегодня 28, да? Значит, мы здесь до 1-го. 1-го мы показываем крайний спектакль и улетаем к себе на родину. То есть до 1 числа вот у нас остается еще 4 дня. Правильно я считаю? Да. Значит, мы, соответственно, покажем 4 взрослых спектакля и, по-моему, 3 еще раз детских. Вот. Это будет, насколько я помню, «Слуга 2 господ», это будет «Ромео и Джульетта», это будет «Женитьба Бальзаминова» и, по-моему, еще раз «8 любящих женщин». Вот. Из детских это «Щелкунчик» и «Тайна Лебединого озера». Ну что ж, спасибо большое вам, Роман Сергеевич, за то, что нашли для нас время. Очень хочется пожелать, чтобы вот все те спектакли, которые вы будете отыгрывать оставшиеся дни на сцене Русского драматического театра, проходили с оглушительным успехом. Вот, я хочу закончить тоже свое выступление словами Островского Александра Николаевича. Зритель ходит в театр посмотреть хорошую игру хороших артистов, а пьесу он и дома почитает. Так что приходите в театр. Обязательно. Большое спасибо вам. Спасибо. А я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.